Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Мужчина украл алкоголь с полки супермаркета и просто ушел. Полицейские установили подозреваемого. Как рассказали работники магазина, злоумышленник, находясь в торговом помещении, похитил со стеллажа бутылку алкогольного напитка, спрятав ее под одежду. После этого он прошел мимо кассы, не оплатив за товар. Полицейские установили подозреваемого, которым оказался безработный 30-летний уроженец Чурапчинского района. Мужчина рассказал полицейским, что накануне распивал спиртные напитки и хотел опохмелиться, но у него не было денег на покупку алкоголя. Кражу денег с банковского счета раскрыли полицейские в Якутске. В полицию обратился местный житель, который сообщил о краже его мобильного телефона и денег со счета. Он рассказал, что в развлекательном заведении познакомился с молодым человеком, с которым начал выпивать. Во время застолья у них произошла ссора на почве внезапно возникшей неприязни друг к другу, и новый знакомый ушел. Позже потерпевший обнаружил пропажу из кармана сотового телефона. Подозреваемый был установлен почти сразу же. Им оказался безработный 24-летний уроженец Алекминского района, ранее уже судимый за кражу. Он сознался и пояснил, что незаметно похитил смартфон из кармана в момент, когда потерпевший был сильно пьян. Затем с помощью услуги «Мобильный банк» перевел деньги на свой банковский счет. Пообещали помочь в получении кредита, но обманули. Жертвой аферистов стала жительница Якутска. Она рассказала полицейским, что в одной из социальных сетей увидела рекламу компании, которая сотрудничает с банками и помогает в выдаче кредита лицам с плохой кредитной историей. Перейдя на сайт, она решила оформить кредит и заполнила анкету. На следующий день потерпевшей поступил звонок от якобы сотрудника банка. Он сообщил, что кредит одобрен, и чтобы получить деньги, ей необходимо отправить 3000 рублей. Женщина согласилась на данные условия и перевела деньги на продиктованный звонившим счет. Через полчаса ей снова позвонил лжесотрудник банка и пояснил, что для одобрения кредита данной суммы нужно оплатить еще 4000 рублей в качестве страховки. Женщина перевела указанную сумму и стала ждать дальнейших указаний от сотрудника банка. Но с ней больше никто не выходил на связь, и на телефонные звонки лжесотрудник банка не отвечал. Тогда женщина поняла, что попалась на уловку аферистов, и обратилась в полицию. Позже потерпевшая при беседе со следователем пояснила, что о подобных фактах мошенничества знала, но не придала им значения. Федеральное управление гражданской авиации США выявило новые потенциальные риски, которые компания Boeing должна устранить, прежде чем возобновится эксплуатация модели 737 MAX. Полеты этих машин приостановлены после 2 катастроф в Индонезии и Эфиопии. Главной причиной крушений признано дефектное программное обеспечение, рассказывает Сергей Берец. На прошлой неделе в ходе испытаний на симуляторах в самолетах Boeing 737 MAX выявлены новые неполадки, способные привести к печальным последствиям во время реальных полетов. Федеральное управление гражданской авиации США ФАА предписало концерну Boeing провести дополнительные проверки и устранить проблемы, чтобы самолеты этой модели снова могли подняться в небо. Обнаружение новых проблем означает, что Boeing не сможет провести испытательные полеты для сертификации машин раньше 8 июля. Специалистам ФАА потребуется от 2 до 3 недель на дополнительные проверки, прежде чем будет принято решение о возвращении 737 MAX в строй. Полеты этих машин по всему миру были приостановлены в марте после 2 авиакатастроф менее чем за полгода. Инженеры Boeing работали над усовершенствованием системы MCAS, которая должна повышать возможности маневрирования и предотвращать сваливание самолета. Программа помогает пилотам, корректируя положение машины в воздухе и направляя нос слегка вниз. Она срабатывает в режиме ручного управления при выключенном автопилоте, то есть при взлете и посадке. Первое крушение Boeing 737 MAX произошло в Индонезии в октябре прошлого года. В марте такой же самолет разбился в Эфиопии. Общее число погибших составило 346 человек. Как считают эксперты, обе катастрофы произошли из-за неправильного функционирования системы MCAS. По словам источников Рейтер, пилот, проводивший симуляцию полета, намеренно приводил в действие механизм предотвращения сваливания. Во время одного из включений стабилизаторы, управляющие самолетом, сработали с большой задержкой. Теперь предстоит выяснить причину сбоя. По одной версии, ее можно устранить путем усовершенствования программы. Если проблема заключается в микропроцессоре, придется менять механические узлы. ФАА снимет запрет на эксплуатацию 737 MAX, когда убедится в их полной безопасности. В эфире была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.